Кыргызстан – страна уникальная, вмещающая на своей небольшой по мировым меркам территории огромное разнообразие флоры и фауны. Только представьте себе, менее чем на 0,2% от всей мировой суши водится около 2% видов всей мировой флоры и более 3% видов всей мировой фауны. В Кыргызстане водится около 27 тысяч видов животных, растений и насекомых. Причем среди них немало эндемиков, то есть растений и животных, которых можно встретить только на территории страны. Уникальность природы Кыргызстана признана мировым сообществом, доказательством чего является то, что многие международные организации включили целый ряд его территорий в свои природоохранные списки. Со своей стороны и страна предпринимает серьезные меры по сохранению своего природного богатства. Широко используется хорошо зарекомендовавший себя в мире способ защиты биоразнообразия. Это создание специальных, особо охраняемых природных территорий. В результате удается решать сразу несколько важных задач. Не только профессионально поддерживать естественные экосистемы, имеющие для страны особое значение, но также формировать условия для их полноценного воспроизводства и восстановления. В результате наших действий, можем сказать, выполнения поставленных задач правительством, мы дошли до 7,4% общей площади нашей территории, создали особо охраняемые природные территории. Но есть обязательство нашей страны создать до 2024 года до 10% от общей площади. И на это у нас тоже есть определенные планы. Знаете, я хотел бы, во-первых, сказать спасибо тем людям, которые работали в те времена при Советском Союзе, природоохранное ведомство, Госкомприрода оно было, разные, по-разному потом называлось. В то время именно создавались, именно Сарычелек создавался, другие наши заповедники, парки. Спасибо этим людям, что они на тот момент, увидев, что о необходимости сохранить данные леса, данное озеро горное, создали именно этот заповедник. Он был открыт в 1959 году, спустя 20 лет он вошел в состав ЮНЕСКО. В то же время мы работали с ПРООН, Кыргызстан, в Бишкеке, и с ними мы осуществили один проект, он сейчас до сих пор работает, это Западный Тянь-Шань, это по сохранению биоразнообразия, и это сейчас работа ведется, и с помощью именно тех денег Глобального экологического фонда были созданы парк Хантангли, Алатай и Ханачу. ПРООН проводил тендер, снабдили всем необходимым оборудованием, и в будущем мы сейчас планируем строительство кордонов на этих территориях. У нас есть результаты именно в животном мире есть, в которой мы работали, это непосредственно, это увеличение популяции архаров, горных козерогов, тех же барсов, которые сейчас мы видим уже практически везде по Кыргызстану. Это результат работы нашего департамента биоразнообразия. Можно похвастаться именно тем, что у нас появились бараны северца именно в Баткенской области, у нас появились именно моралы в Высокульской области, в Кемени. Появились, то, что появились барсы в Кемени, в Московском районе, даже в парке Алача, это говорит о том, что именно кормовая база тех хищных животных, она увеличилась. Сегодня мир приходит к пониманию того, что полноценное развитие человечества невозможно при деградации природы. От состояния биоразнообразия прямо или косвенно зависят практически все секторы государства и качество жизни населения. Недаром мировое сообщество основало перспективы своего развития на объединении глобальных усилий и приняло цели устойчивого развития. На сегодняшний день в Кыргызстане функционирует целая сеть особо охраняемых природных территорий, состоящая из 10 государственных природных заповедников, 13 государственных природных парков, 64 государственных заказников, многочисленных памятников природы, а также столичного ботанического сада имени Гореева и зоологического парка в городе Каракол. А началось все в далеком 1948 году, когда был организован самый первый государственный заповедник Иссык-Кульский, который занял площадь в 19 тысяч гектаров. С тех пор площадь особо охраняемых государством природных территорий значительно выросла. К настоящему моменту это почти 1,5 миллиона гектаров или 7,4% от всей площади страны. К 2024 году ожидается доведение этого показателя до 10%.
для обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, рационального природопользования и сохранения биоразнообразия Кыргызстан интенсивно и плодотворно развивает международное сотрудничество. Признавая важность участия в международных конвенциях, выполнения норм и принципов международного права в сфере охраны окружающей среды, страна с самого начала своей независимости поддерживает значимые в этом направлении международные инициативы. Необходимо отметить, что эти инициативы направлены также на усиление потенциала особо охраняемых природных территорий. В экологическом календаре Кыргызстана 2019 год ознаменован важной датой. Сары-Челекскому заповеднику исполняется 60 лет. Он был создан в 1959 году с целью изучения и сохранения экосистемы Западного Тянь-Шаня, природного комплекса уникальных горных орехоплодовых и еловых лесов, горных степей и озер. Сегодня здесь, на площади почти 21 тысяча гектаров, удалось сохранить множество эндемичных и реликтовых видов, обитающих только на территории Западного Тянь-Шаня и тем самым представляющих высокую ценность в глобальном масштабе. Через 20 лет после своего образования в 1979 году Сары-Челек вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Как вам известно, в рамках ЮНЕСКО существует программа «Человек и биосфера», которая была создана в далеком 1974 году. Начиная уже с 1976 года стали поступать заявки на приобретение статуса биосферной территории ЮНЕСКО. Данный статус наш Сары-Челекский биосферный заповедник носит уже 40 лет. Это хороший юбилей. Я думаю, за это время достигнуто немало по укреплению вообще самого биосферного заповедника. Это и кадровый потенциал. Во-первых, в чем ЮНЕСКО всегда оказывает большую помощь в экспертной поддержке. А также по сохранению уникального биоразнообразия, природного наследия, ландшафта Сары-Челекского заповедника. Наш первый природный объект, который включен в данный список, это Западный Тянь-Шань, в который входит Сары-Челек, Падышата и Бишарал. Это тоже многонациональная номинация совместно с Узбекистаном и Казахстаном. Что дает этот список? Многие люди спрашивают, зачем все стремятся попасть в этот список. Самое главное, это, конечно, популяризация нашего культурного и природного наследия не только, на национальном, на региональном, но самое главное, на международном уровне. Это, конечно же, повышение такого внимания, потому что ЮНЕСКО — это, своего рода, это бренд на мировом уровне. Если в список ЮНЕСКО попадают какие-то объекты культурные, природные, это автоматически становится, что этот объект нужно обязательно посетить, потому что он обладает какой-то уникальной, выдающейся ценностью. Поэтому это, конечно же, еще и повышение туристического потенциала. Существенную роль в охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия играют сотрудники и егери особо охраняемых природных территорий. За последнее время в ряды стражей природы начали активно вступать женщины-егери. Ушул Тоостор районубуздун территориясындагы жаныбарларды жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоп калуу максатында иштеп келем. Ушул эл менен тыгыз байланышта болуп, браконьерликке каршы түшүндүрүштерин жүргүзүп келем. Бул жерде жаратылышыбыз кооз жана ушундай таза болгондуктан келечек жаш муундарга ушул жаратылышыбызды таза жана кооз бойдон өткөрүп берүү максатым бар. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что за годы независимости в стране сформировалась достаточная нормативно-правовая база, позволяющая, в частности, полноценно регулировать деятельность особо охраняемых природных территорий. Обозревая историю образования, становления и развития сети особо охраняемых природных территорий в Кыргызстане, невозможно не задуматься об ее перспективах. Система особо охраняемых природных территорий будет развиваться и дальше в интересах устойчивого развития страны, поддержания экологической стабильности и здоровой среды для жизни людей, сохранения национального, природного и культурного достояния для настоящего и будущего поколений. В полном соответствии с заветами Манаса Великодушного о гармоничном существовании человека с природой, оставленного в назидание его потомкам.